Сегодня на календаре 31 декабря. Ну и мы закрываем этот год. Как всегда, я еду с своим товарищем, с Димой. Мы решили съездить в Маган. За бортом минус 48. Ну и как всегда, встречный ветер. Куда же без него? Да, ветер, конечно, это зло. Такую температуру. Ну ничего, нормально. Даже жарко. Оделся сейчас очень тепло. Термобелье, как обычно. Несколько слоев оделся. Еду, аж жарко становится. Подъемы будем пешком идти по-любому. Ну, до Магана километров 30, наверное, от города. Ну и общее расстояние где-то, ну, наверное, 50-60 будет, не знаю. У меня вот здесь в теплом кармане GPS включим. В конце посмотрим, сколько проехали. Поезжаю в аэропорт. Это рынок Белого озера. Ветер все так же в лицо. Проезжаю влево объединение. Полет нормальный. Вот только что-то иния много на глазах. Снова слипается все. Кстати, я покупал это горнолыжные маски, где мне, ребят, все равно проедешь минут 30 и все равно все. Маска запотевает, стекло запотевает. Пробовал и раствор антифог, все равно не помогает. Короче, в такие холода маска не катит. В маске стрёмно. Лучше так ехать. Вообще, ребята, решили тут в подъем пешком идти, потому что если ехать, то сильно вспотеем, потом это чревато. Все потные, мокрые будем, поэтому подъемом всегда пешком лучше идти. Все, поднялись на подъем. Сейчас дальше поедем. Да, наверху меньше смога, дыма. Вот где-то 100, да, километр Новомаганского тракта. Скоро спуск будет. Нет, полет нормальный. Немножко дышать тяжело через маску. А так все хорошо. Все контролируемо. Жарко также. Ничего не мерзнет. Ни руки, ни ноги. Правда, скорость, то что накат теряется. Почти минус 50 же. На одном сайте показывает минус 54. На другом 49, на другом 48. Но по ощущениям где-то минус 55 точно чувствуется. Так, и снова подъем. И снова пешком. Дима плюс ноги согревает. Вот такой красивый вид. Это 8 километр Маганского тракта. Ну, до Магана где-то километров 5-6 осталось. Вот, очередная гала, видите, сверху и по бокам радуга. В городе сейчас вообще солнца не видно, там туман, а здесь, смотрите, здесь тумана нет. И все из-за того, что здесь мало ездит машины, открытая местность, все продувается, поэтому нету. Дима подтанцовывает, ноги согревает. Ну все, друзья, мы уже почти в Магане. Это 14 километр.
Маганского тракта. О, какие поля. Там вдалеке лошади ходят. Это Маганский авиапорт. Сейчас возле стелы еще фотографируемся на память. Ну и пойдем, зайдем, наверное, в это теплую остановку, погреемся, попьем чай с термоса и дальше поедем. Свежо, хорошо. Стелла Магана. Ура, мы это сделали. Сейчас тут на остановку поедем греться. Лошадки наши отдыхают. Теплая остановка. Надеемся, работает. Сейчас проверим. Да должна работать. Такой холод. Специально для этого и задумано. Такие остановки. Дим, дверь подержи, пожалуйста. Ну давай, давай, заходи. Опа. Вот все. Вот тут обогреватели. Сразу чувствуется тепло. Вот тут посидим, отдохнем. Чай попьем. И поедем на старый Маганский тракт. То есть дорога будет идти по лесу. Километров 7-8, наверное. До города. Сейчас будем это переодевать балаклаву. Вот я такой двойной одел. Летний и зимний. Это обычная флисовая, смотрите. Вот лед. Ну еще так не сильно замерзла, бывало вообще вся во льду. Сейчас нормально. Ну а тут в рюкзаке с собой вожу запасные вещи. Вот у меня балаклава сухая. Вот ее одену. Тут у меня с таким, ну, воздухопроводные эти дырочки. Что вот буду одевать, чтобы теплее было. Все сухонько, хорошо. Сейчас еще вот это отряхнем. Тут лед образовался. Тоже, видите, все во льду. Немножко очистить надо перед тем, как одевать. Так, и тоже как дополнительный слой. Чтоб шею не продувало. Видите, сколько снега. Это все испарение от камеры. Это все испарение от снега. Тоже вытряхать надо. Можно сверху уже одеть. Так, и тут рукавицы у меня запасные. Такие тонкие перчатки. И флисовые, тоже очень теплые. Фирма Касадака. Нормальный. Ну и вот эти я тоже покупал. Они шерстью, тоже теплые. В принципе, можно даже и не переодевать, наверное, в них не поеду. Нормально. Не холодные, теплые. Так, ну а с собой еще обязательно запасные камеры возим. Вот. Обязательно насос. Это ремкомплект. Вот. Ну и термос мой. Сейчас проверим, насколько он. Вода теплая. Почти этот с утра заливал чай. Кипяток. Сейчас проверим. Но вода теплая. Не кипяток, конечно, но уже подостыла.
Ну, нормально. Тепло держит. Так, ну вот от города мы проехали 17,5 километров, показывает. Время в пути 2 часа 7 минут. Средняя скорость 8 километров в час. Ну и получается где-то 30-ка, наверное, будет за весь день. Так, а байки тем временем согреваются. Ну тут самое главное, чтобы камера, вот покрышки все отогрелась. Ну это, конечно, даст накат, как согреется, но ненадолго, где-то минут 5 хороший накат. Потом снова все это дело замерзает и опять накат пропадет. Вот так. Сиденье у него уже вот потерлось. Когда-то было новое. Так, вот такой обогреватель. Чувствуется, тепло идет. Хорошо. Камера тоже согреется. Кстати, я снимаю, многие спрашивают, на какую камеру снимаю. У меня GoPro 11 с Enduro батарейкой. Я еще запасную брал, телесиновскую. А сейчас у меня оригинальная батарея стоит, Enduro. Но телесин тоже Enduro. Минус 43 выдерживала, сейчас похолоднее, 48. Минус 48, но, как видите, заряд сейчас мне показывает 56%. Нормально. Раньше эта проблема была у GoPro, когда там даже в минус 5, минус 10 камера отключалась сразу, а сейчас технологии немножко зашли вперед, поэтому те, кто еще думает, брать не брать GoPro, советую, покупайте. У меня тю-тю-тьфу пока глюков с ней не было никаких. Она не перегревалась и не мерзла. Поэтому нормально все с этой камерой. Тут еще наверху, оказывается, такие электрические панели. Тоже так хорошо тепло дает. Прямо тут стоишь, чувствуется, тепло идет от них. Две такие панельки хорошие. В общем, благое дело сделали. Такие вот раньше не было. Года 3 назад таких остановок. Сейчас в городе их везде ставят. Поэтому очень выручают эти остановки на самом деле. Бывает, когда вот ждешь автобус, ну тут, допустим, с интервалом 30 минут ходит 102 маршрут. Ну и вот что людям на улице, что ли, стоять. Конечно, сюда заходят, здесь можно и посидеть в телефоне, там пока зависнуть, пока там ждешь маршрут. Ну или вот для нас тоже, для велосипедистов, можно согреться. Ну и дальше. Ну, главное это не мусорить тут. Основное правило-то. Все за собой потом уберем, конечно. Мусор мы здесь не оставим свой. Все, проезжаем поселок Маган. Сейчас будем выходить на лесную дорогу. Надеемся, там накатано. Ну, то есть машины ездили. И по следам по их вернемся в город. В прошлый раз у нас по той дороге не получилось проехать месяц назад. Там было все в снегу, в сугробах. В этот раз, надеюсь, все будет хорошо. Солнце уже садится. На часах 13:30, полвторого. А вообще закат ожидается где-то в 3 часа. Ну, как раз где-то по нашим подсчетам, мы где-то, ну, где-то в 3:30 уже будем в городе.
закат. Вот такой небольшой подъемчик. Снова пешочком идем, прогуляемся. Но это как последний сегодня подъем. Дальше только спуски будут. Вот. А здесь, кстати, в лесу теплее гораздо, чем на трассе и чем в городе. Тут и ветра нет, тишина. В общем, кайф. Получаем удовольствие. Как же хорошо. Душа отдыхает. Птица счастья завтрашнего дня прилетела к миллионе дня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Я на байке снова укачу. Я на байке снова долечу. Снова прикачу, снова прикачу. Я на байке снова долечу. Где-то гитара звенит. Да-да-да-да-да. В общем, из меня никудышный, конечно, привет, но иногда в такие моменты вспоминаются какие-то песни. Да, суровые у нас зимы в Якутии, но что может быть лучше, чем этот лес? Здесь тишина царствует, и так свежо, и так бодро. Мы тут следы зайцев обнаружили. Смотрите, сколько много. Вон туда в лес уходит целая тропа заячья. И с этой стороны тоже есть следы от зайца. Вот он бегал. Причем не один, наверное, целая семья. Так, ну вот мы прошли Старомаганский тракт. Сейчас вышли уже здесь на трассу, на дорогу. Здесь неподалеку газовая станция. Но мы туда не пойдем, конечно. Нам сейчас надо по этой дороге спускаться вниз в город. Так что немножко отдохнем, туда дальше пойдем. Сейчас предстоит спуск. Ладно, мы тоже пешочком пройдемся. Крутой спуск. Мерзнуть неохота, просто немножко подспотели. Лучше пешочком пойдем. Так, ну что ж, друзья, мы в городе. Проехали 31 километр, ну почти 32, тут еще километров до дома, до центра, вернее. За 4 часа. Время сейчас сколько? 3:20. 3:20. Время 3:20.
Так, ну что ж, друзья, вот снова мы проехали наш экстремальный маршрут. Ну, такой традиционный Маган. Правда, погода сегодня немножко нетрадиционная. Почти минус 50. На каком-то сайте вообще минус 54 показывал. А так 48 примерно. Ну, по ощущениям 50 с лишним мороза. В общем, мы вернулись, все хорошо. Всем спасибо за просмотры. Очень благодарен тем, кто оставляет свои комментарии, кто подписался. Сейчас на моем канале уже 1284 подписчика с утра было. Я надеюсь, вы еще будете подписываться, новые зрители. Ну и мы будем выкладывать также новый контент. И спасибо тоже Диме за то, что он всегда старается быть рядом, со мной катать. Это здорово. Ну и одному тоже, и как бы и вдвоем тоже всегда хорошо. В общем, всех с наступающим Новым годом. Всем пока-пока. До свидания. С наступающим.